Смотрите в программе. Глава Якутии подписал указ о противодействии коронавирусу в предстоящем учебном году. Какие меры будут приняты? Также в Якутии продолжается прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. А в подмосковном Сергиевом Посаде спортсмены соревновались в масс-рестлинге в рамках фестиваля «Русский мир». В эфире вечерние новости. Здравствуйте. Образовательный процесс в Якутии с 1 сентября будет проходить в очной и очно-заочной форме в соответствии с федеральным законодательством. Соответствующий указ подписал глава региона. Дошкольное образование будет осуществляться в очной форме. Торжественные линейки в школах, посвященные Дню знаний, проводятся для первых классов по графику, с выделением отдельной зоны для родителей при условии соблюдения социального дистанцирования. До 1 октября будут проведены выездные профилактические медосмотры для учащихся первых классов. До 31 декабря для всех остальных. Также до 15 октября пройдет прививочная кампания против гриппа. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 44 случая заболевания COVID-19. Из них в Якутске 20, в Мирном 4, по 3 случая в Алданском, Нерюнгринском и Верхневилюйском районах, по 2 случая в Горном и Мегино-Кангаласском. А также единичные случаи в Нюрбинском, Оленёкском, Сунтарском, Татинском, Усть-Алданском, Кангаласском и Ленском районах. Санитарные службы выявили лиц, контактировавших с зараженными, и начали лечение больных. Такую информацию в ходе брифинга дала замруководителя оперативного штаба Ольга Балабкина. Она отметила, что продолжается прививочная кампания против гриппа. Администрации поручили задание не допускать микс больных гриппом и коронавирусом. Здания должны быть отдельными. Поэтому сегодня всем районам поставлена задача найти отдельные помещения под размещение стационаров под гриппозных больных. Грипп приходит нового штампа. Соединять их в одной больнице, в одном инфекционных стационарах с ковидными, безусловно, ни в коем случае нельзя. Поэтому возникает ряд вопросов о том, что в интернатах, в общежитиях могут быть использованы и эти интернаты и общежития под резервные стационары под гриппозных больных. Наших же с вами жителей Республики Саха-Якутия, жителей определенного населенного пункта. Поэтому, каждый случай он рассматривается отдельно. Большая просьба без флешмобов разрешать все вопросы на уровне непосредственно органов местного самоуправления. Всегда можно найти непосредственно компромисс, особенно когда выбор стоит между здоровьем и нездоровьем. Постояльцы и сотрудники соцучреждений в Якутии получат вакцины от ОРВИ и гриппа в полном объеме. Предстоят 2 этапа. Первое – вакцинирование против гриппа, который должен быть завершен до 15 октября. Что касается соцучреждений, психоневрологических интернатов, домов престарелых, то стоит задача вакцинировать их в 100% объеме. Что касается второго этапа, то это будет вакцинация от коронавируса. Она будет проводиться по желанию. Единый федеральный сквозной регистр препаратов для льготников создадут в России до конца этого года. Текущие проблемы с лекарствами обсудили российские парламентарии, представители федеральных и региональных министерств и ведомств. Вопрос в нашем регионе ранее обсудила и держит на особом контроле депутат «Единой России» от Якутии Галина Данчикова. Перебои в рамках страны должен устранить единый федеральный сквозной регистр, который создают по поручению главы государства. Он будет в целом регулировать аптечный рынок. «Единая Россия» предлагает ограничить плату за услуги по продвижению лекарств 5% от оборота именно аптечной сети, а также обязать аптеки информировать людей о наличии российских аналогов зарубежных медицинских препаратов. Депутаты ЛДПР, между тем, предложили ввести ежегодные выплаты в 10 тысяч рублей на подготовку детей в школу. Сейчас инициативу обсуждают в Минтруде. По мнению законодателей, существующая помощь не позволяет части семей выбраться из-за черты бедности. В пояснительной записке к документу отмечается, что сборы первоклассника к 1 сентября могут обойтись родителям в 20 тысяч рублей. При этом из-за пандемии коронавируса доходы многих граждан снизились. С целью поддержать семьи с детьми политики предлагают предоставить родителям и опекунам право получать 10 тысяч рублей ежегодно. И, по мнению парламентариев, также ежегодно эта сумма должна индексироваться.
СФУ начал прием документов на заселение в общежитие. Он продлится до 4 сентября. В этом году планируется заселить почти 1700 первокурсников. Приказы огласят 8 сентября. Студенты, прежде чем подойти на заселение, должны произвести оплату за проживание. Она составляет 2975 рублей. Кроме того, нужно сдать и предоставить результаты анализов на COVID-19. Забор производят в клинике мединститута СФУ согласно установленному графику. Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Ранее страховщики назначали тариф обобщенно. Он привязывался к территории и был одинаковый для всех водителей одного города и региона. Сейчас же каждый автовладелец начнет получать более индивидуальный тариф, исходя из его риск-профиля. Среди тарифных факторов, которые смогут учитывать компании, являются нарушение ПДД или правил эксплуатации авто, наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения и так далее. Точного списка таких факторов нет. Страховые компании вправе на основе своей статистики сами определять, что может оказать влияние на тариф. Но после принятия решения опубликовать их все же обязаны. Как уверены эксперты, значительных колебаний стоимости полюса ждать не стоит. Они составят примерно 500 рублей. Правительство России предложило компенсацию тем, кто до конца года планирует отпуск в пределах страны. Все, что для этого необходимо, решиться на покупку тура с 21 по 28 августа и произвести оплату картой МИР. В тонкостях предложения разбиралась Полина Долинская. Закрытие границ не помеха для путешествий. В июле правительство страны одобрило выделение Ростуризму средств на субсидирование направлений внутреннего туризма из резервного фонда. За каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от тура. Об этом 22 июля сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов, которые людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Подготовленная Ростуризмом программа предусматривает, что путешествуя по новому направлению внутри России туристы смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей, приобретенную у туроператора или отеля через платежную систему МИР. Программа запущена с 21 по 28 августа текущего года. Те туристы, которые любили отдыхать за границей, это у нас летние курорты Турция, Греция и так далее, то сейчас все эти туристы едут по России. Это Сочи, Крым, Анапа, Геленджик, то есть везде, где есть море. Очень большое количество туристов у нас и спрашивают, интересуются, и посещают, это Приморский край, даже сам Владивосток, различные бухты, кто самостоятельно, кто при нашей помощи. Программа распространяется на 4 вида туризма – водно-речной, экологический, сельский и культурно-познавательный. Основные условия – тур должен входить в список, предложенный Ростуризмом, продолжительность поездки должна составлять не менее 5 ночей. Согласно предварительному списку, кэшбэк будет предусмотрен для турпакетов по 44 регионам страны и 3 федеральным округам. Южный федеральный округ, Урал и Северо-Западный федеральный округ. Наша республика также вошла в их число. Участниками программы стал 1 туроператор и 5 гостиниц республики. Пандемия на наши поездки не повлияла, так как у нас квартира в Анапе, на проживание мы не тратимся. В этом году, наоборот, как никогда поездили по России. Длительное пребывание у моря дает свои результаты. Например, в прошлом году малыши до Нового года вообще не болели. За это лето курорты Краснодарского края и Республики Крым столкнулись с наплывом туристов из других регионов страны. Спустя сутки после послабления ограничительных мер в аэропортах этих турнаправлений ежедневно прибывает около 100 лайнеров с туристами. Несомненно, пандемия внесла свои коррективы в ежегодный отдых россиян. Но не бывает худо без добра. Полина Долинская, Джулус Иннокентьев, Якутск. Уборка урожая началась на знаменитом подсолнуховом поле в Кангаласском районе. Их вот уже несколько лет выращивает сельхозпредприятие «Экоферма Туймада» в качестве молокогонной добавки к корму для скота.
Ежегодно местоположение поля меняется. Нынче семенами подсолнечника засеяли 25 гектаров земли в местности Титех, недалеко от села Ой. Также в этом году сменился сорт семян с Катерины на Енисей. Новый сорт в количестве 1 тонны 200 килограммов закупили в Кабардино-Балкарии. В эти выходные работники сельхозпредприятия собрали урожай с 5 гектаров. Понаблюдать за этим прибыла правительственная делегация во главе с исполняющим обязанности зампреда Якутии Михаилом Никифоровым. Новый сорт мне что-то не нравится. В следующем году, наверное, купим другой сорт, Катерину. Она лучше была. Нынче то она что-то чахлая немножко. Из-за засухи или может сорт такой, не знаю. А так нынче мы идем строго по графику. Еще кроме подсолнуха, еще у нас есть около 180 гектара овса на зеленку. И мы работаем скорым темпом. Исторический парк «Россия. Моя история» покажет фильм «Под открытым небом». 29 августа пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь кино-2020». Программа следующая. В 18 часов киновикторина «Следствие ведут знатоки». В 19:30 встреча с якутским режиссером Степаном Бурнашовым. В 20:30 показ фильма «Республика Z» и в 22 часа показ фильма «Холоп». Для киновикторины необходимо собрать свою команду от 3 до 5 человек на киноквиз по якутским, советским и российским фильмам. В подмосковном Сергиевом Посаде на Благовещенском поле состоялся фестиваль «Русский мир», где был представлен и якутский масс-рестлинг. Первый турнир после отмены режима самоизоляции в Москве собрал спортсменов из Киргизии, Иркутской, Тверской, Челябинской и Московской областей. Перед стартом схваток организаторы продемонстрировали мастер-класс по масс-рестлингу. Наши корреспонденты пообщались со спортсменами и узнали, пришлась ли по душе им новая дисциплина. Сегодня познакомился с таким спортом, как масс-рестлинг. Впервые для себя его открыл. Мне очень понравилось. И планирую в дальнейшем заняться этим спортом, если будет такая возможность. И привлечь как можно больше людей к нему. Большое спасибо за эти соревнования. Накал страстей, битва, никто не хотел сдаваться, все боролись до последнего. Стараемся популяризировать не только среди молодежи, но и среди уже взрослых, так сказать, состоятельных людей. А теперь о грядущей погоде в столице Якутии. До 16 градусов тепла ожидается завтра в Якутске. Ночью пройдет слабый дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 2 градуса, днем плюс 14 плюс 16. Для сравнения, сегодня днем в столице было зафиксировано плюс 13 градусов. И на этом пока все. До встречи в эфире.